И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал 2 учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал осанна сыну Давидову: «Благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих осанна сыну Давидову, вознегодовали. И сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да. Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь? И кто дал тебе такую власть?» Иисус же сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам: почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка.
И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какою властью это делаю». А как вам кажется? У одного человека было 2 сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из 2 исполнил волю отца? Говорят ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус же говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.